Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях», в студии Ирина Ефимова. Уже в эти выходные Центр спортивной подготовки «Триумф» вновь станет точкой притяжения молодежи со всей республики. В Якутске пройдет финал 4-го молодежного фестиваля «Мусустар». Для участников подготовлены треки по 14 направлениям, участие в которых принимают тысячи юношей и девушек со всех районов нашей республики. За время существования через фестиваль прошли сотни и сотни молодых, талантливых, перспективных людей, и с каждым фестивалем их количество только увеличивается. О том, что приготовили организаторы в этом году, и поговорим с гостями в нашей студии. Ну что ж, каждый фестиваль «Мусустар» отличается от предыдущего, как правило. Это фестиваль уже не первый, четвертый. Вот какая особенность у фестиваля этого года? Добрый день. Ну, на самом деле, мы очень рады, что фестиваль «Мусустар» уже в 4-й раз примет гостей форума со всех районов республики, что тоже очень важно. Мы всегда делаем акцент на том, что «Мусустар», он именно объединяет молодежь республики, собирает ее и дает возможность проявиться лучшим из лучших, во-первых. Во-вторых, конечно, вдохновить и пообщаться с хедлайнерами, но об этом, конечно, позже. Конечно, форум, он динамичный организм. Каждый раз появляются какие-то новшества. Естественно, мы всегда смотрим на те праздники, те акценты, которые у нас составляет глава республики и президента России. Потому что у нас в этом году появился отдельно трек, направленный на год детства. Также у нас, естественно, отдельно акценты смещаются, исходя из тех наиболее популярных направлений или наименее популярных направлений, которые у нас бывают. В этом году у нас, например, появился трек по сельскому хозяйству, потому что привлекать молодежь на село — это очень важно, и мы хотим развивать эту тему и в дальнейшем. Также у нас отдельно появился трек, и мы тоже думаем, что он получит большое развитие, как полноценный трек, а не как конкурс. Это про кадры в промышленность, что тоже является особо актуальной темой, потому что на самом деле молодежь и кадровый дефицит определенный существует сейчас, как говорится, коллеги с центра занятости могут подтвердить. Вот. Ну и, конечно же, у нас всегда есть традиционные наши треки, это, которые связаны с семьей, с межнациональными отношениями. Мы все живем в межнациональной республике. У нас сегодня есть прекрасный трек «Этно мы». А вообще, в целом, в рамках «Мусустар» у нас пройдет 24 конкурса внутри вот этих треков. И в каждом, мне кажется, конкурсе молодой человек должен найти что-то свое и проявить. То есть форматы конкурсов очень разнообразные. Это и киберспортивные соревнования, которые полюбятся тем, кто увлекается киберспортом, и по видео, по туризму. Также у нас есть отдельно, как всегда, это трек по добровольчеству, по волонтерству, потому что это важно. У нас, наверное, значимость волонтеров со времен коронавирусной инфекции только возрастает, и с каждым годом мы будем все больше обращаться к ним, и мы всегда благодарны им за их труд. И, конечно же, им надо помогать позиционировать свои достижения и привлекать новых людей в команду. Вот. И мы уверены, что наши треки им в этом помогут. Вот. И, конечно же, мы всегда с большим интересом следим за изменениями, которые есть. Мы развиваем спортивную тему, то есть это ГТО, это спортивные мастер-классы от наших уважаемых приглашенных экспертов. И, конечно же, мы всегда особое внимание уделяем тем моментам патриотического воспитания. Недаром сегодня и форум так называется, что «Вместе победим», что на самом деле это общий слоган, мне кажется, который ну, так или иначе отзывается у каждого гражданина России. Ну вот направление «Дети. Горизонты будущего», я так понимаю, что он связан с годом семьи, годом детства в России и в республике. А ну, что там, что он из себя представляет, в чем? На самом По деле, названию не очень понятно. ну да, «Дети. Горизонты будущего», там будет ряд конкурсов, которые связаны непосредственно, прежде всего, со школьниками. То есть для них будут проводиться занятия, мастер-классы. Также они будут участвовать в конкурсах, которые проводят наши уважаемые педагоги-организаторы. И дополнительно у нас будет еще видеоконкурс. Сейчас идет крупный федеральный конкурс, который связан с годом семьи. Как раз это он должен показать династии трудовые
с одной стороны, с другой стороны, именно преемственность поколений. И все это мы хотим соединить в этом треке. То есть, если вы, например, посмотрите положение и те, собственно, требования, которые есть к участникам, естественно, мы хотим привлечь, с одной стороны, как можно больше детей подрастающего поколения, поэтому мы активно, у нас наше Министерство образования республики отрабатывает со школами, чтобы привлечь как раз к участию в конкурсах наших школьников. Потому что, мне кажется, детский ум, он наиболее пытлив, восприимчив и креативен все-таки. Вот, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, это конкурс видео, видеовизиток, в частности, вот то, что связано с семейной политикой. То есть каждая семья может презентовать свою династию, свою преемственность. Вы можете ознакомиться, естественно, мы всегда рекламируем наши медиаресурсы на сайте СМУСУСТАР с требованиями конкурса, ну, либо на сайте Министерства труда и социального развития республики. Мгм. Ну, вот вы упомянули про трек, связанный с профессиональными конкурсами, с промышленными компаниями. Вот, может быть, Аина, подробнее расскажете, там какая-то деловая игра ожидается. Да, все верно. Ирина, «Добываем будущее» — это промышленный трек, который направлен на выявление самых талантливых специалистов технической и инженерной специальности. В этом году у нас помимо самого трека в рамках трека реализуется деловая игра с Министерством промышленности. Организаторы — это ЭЛЬГА и Якутская топливно-энергетическая компания. Помимо деловой игры, которая пройдет с 16 февраля, у нас будет трек, который вы сможете все увидеть уже на мероприятии 17 февраля. Приглашаем всех и, пожалуйста, регистрируйтесь. То есть добываем будущее, я так понимаю, что ключевое слово добываем, да? Да, дословно. Добывающие компании. А деловую игру будете проводить, получается, представители компаний? Да, все верно. Это ЭЛЬГА и Якутская топливно-энергетическая компания. А вот по ее результатам, то есть ваш какой интерес, как работодателей потенциальных? Вы хотите себе присмотреть там будущие кадры, или вы хотите там молодежи рассказать, чтобы они больше, ну там, я не знаю, шли поступать в какие-то профильные учебные заведения? Нам, как организаторам, безусловно, интересно работать с молодыми специалистами, которые сейчас работают в отрасли и находятся вот на стадии профориентации. Да? И мы бы хотели охватить как можно больше молодых специалистов и рассказать им о выборе промышленных профессий, именно инженерных и рабочих, чтобы они могли в будущем ориентироваться и уже достигать новых высот, идти с нами вместе и также трудоустроиться. То есть есть еще и момент профориентации. Но я так понимаю, что фестиваль МУСУСТАР, он же в себе собрал вот все, что все мероприятия, да, как бы объединил, которые у нас, в принципе, проходили. То есть вот моя профессия IT, я инженер. И да, и нет. То есть, с одной стороны, да, я соглашусь, что, конечно же, мы все существуем не в вакууме, мы используем тот опыт наработки наших коллег, которые были до этого, и с учетом этих наработок мы делаем, все равно МУСУСТАР и дирекция делает что-то свое. То есть треки, если посмотреть внутри по наполнению, они отличаются все равно по рядам элементов, во-первых. Во-вторых, мы, естественно, делаем акцент, с одной стороны, на то, чтобы объединить республику, то есть мы максимально, именно вот МУСУСТАР — это возможность соединить всех молодых ребят со всех концов нашей необъятной республики, во-первых. Во-вторых, конечно же, как вот было уже сказано, мы постоянно что-то меняем и добавляем. То есть мы не хотим, чтобы форум и фестиваль, они были статичные. То есть, конечно же, хочется какого-то развития, и приоритеты расставлять тоже надо. Поэтому мы меняем, что-то добавляем, что-то убираем. Очень следим, конечно же, за обратной реакцией ребят. Если кто-то думает, что мы так не делаем, зря. Вот, мы смотрим, бывают те направления, которые у ребят не пользуются популярностью, мы их убираем и в обмен на это даем что-то новое. Ну, очень приятно, что осталось такое направление, как медиашкола. В этом году опять на фестивале работала медиашкола АЯР. Антон, расскажи поподробнее, пожалуйста. Да, здесь с самого начала вообще существования фестиваля как такого МУСУСТАР у нас есть трек медиа. Сейчас он имеет название «Расскажи о главном». В этом году мы реализуем, это национальная компания САХА, совместно с Мининновацией реализуем проект медиашкола АЯР, который призван в первую очередь это
повысить компетенции молодежи в сфере медиа, во-вторых, дать перспективным ребятам площадку, на которой они могут о себе заявить. Ну и в-третьих, это, само собой, получить возможность для тех, кто заинтересован, возможность трудоустройства нашей ведущей медиакомпании. Делаем мы это, само собой, не исключительно в лице НВК «Саха», делаем мы это в партнерстве и с нашими коллегами «Саха Медиа», и другими партнерами. И стоит сказать то, что этот проект, он, если в прошлом году имел немного другое наполнение, то есть мы его проводили сугубо как конкурс среди блогеров и назвали его «Эдерблог», то мы решили в этом году вернуться к тому формату, который применяли в 2022 году. Тогда, да, медиашкола была не в рамках МУСУСТАР, но это был также проект НВК «Саха» в партнерстве с другими медиакомпаниями. И почему мы решили вернуться к этому формату? Поскольку есть большой запрос у молодежи на то, чтобы обучаться у ведущих экспертов, коими являлись наши спикеры. Во-вторых, это есть запрос у молодежи не сколько на какие-то личные конкурсы, сколько на общение, знакомство. И поработать в команде, да? Поработать в команде и, так сказать, стать частью большого сообщества молодых деятелей сферы медиа. Это как раз-таки то направление, которым мы занимаемся, то, что сегодня делает наше творческое объединение АЯР при НВК «Саха». Мгм. Ну и про направление День профессии будущего, вот, может быть, скажете, Ну, на самом что это за профессии будущего вообще такие? на самом Как деле, их можно да. в один день уместить? Ну, в один день, на самом деле, очень тяжело все, в принципе, уместить всю программу форума. Но у нас, естественно, будут работать корнеры на площадках. То есть, на самом деле, пользуясь возможностью, хочется позвать всех в «Триумф» заранее. Если официальная программа у нас начинает работать с 1:30, то хочется, чтобы, конечно, ребята подошли максимально заранее. И профессии будущего, которые будут представлены, в том числе в рамках фестиваля МУСУСТАР, там будут направления, которые связаны, естественно, с такими перспективными, в том числе промышленными направлениями, которые у нас идут по линии переподготовки кадров. Также у нас там есть по IT-направлению освещение отдельно будет, в том числе то, что, скажем так, актуально быть программистом, айтишником, мне кажется, сейчас это, ну, востребованная профессия, мы все это знаем. И, конечно же, говоря про профессии будущего, мы стараемся здесь ориентировать ребят на те профессии, те направления, которые дадут им уверенность в завтрашнем дне и спустя 5 лет, 10 лет. То есть мы с коллегами с Центра опережающей подготовки именно исходя из этого анализировали. То есть это те именно направления, поступив, выбрав которые, я сейчас, конечно же, говорю больше о наших школьниках, вы будете уверены, что через 10 лет вы будете востребованным специалистом. Продолжим наш разговор после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это «Якутия в деталях». Мы говорим о фестивале МУСУСТАР. Как раз перед тем, как уйти на перерыв, выяснили, что фестиваль направлен, собственно, не только и не столько на поиск талантов, сколько на профориентацию молодежи в том числе. И заговорили о профессии будущего, и вот о том, вот как сегодня ведется профориентационная работа со школьниками у нас. Ну, Пользуясь случаем, хочу пользуясь спросить. случаем, на самом деле очень, скажем так, несколько министерств, ведомств занимается этой работой. То есть, естественно, конечно, сама школа всегда была и есть заинтересована в том, чтобы их выпускники были успешными. Вот. Конечно же, очень много проводится по линии Министерства образования республики, в частности, Центра опережающей подготовки. То есть я лично знаком с этими людьми, они очень идейные, мотивирующие, они там проводится очень много мастер-классов. И всякий раз, мне кажется, когда Министерство образования Якутии проводит те или иные мероприятия, то там всегда есть вот этот блок, направленный на профориентацию. Без этого это очень актуально, это очень важно. Также, естественно, мы всегда благодарим Северо-Восточный федеральный университет, потому что мы проводим на его площадках также свои профориентационные мероприятия.
Также они сами тоже в рамках своей деятельности проводят ту или иную деятельность, те или иные мероприятия направлены на профориентацию. Поэтому Северо-Восточный федеральный университет также всецело погружен в эту повестку. Ну и, конечно же, мы напрямую тоже выходим в школы. В основном это происходит, как правило, в те или иные памятные даты, потому что у нас есть, естественно, памятные даты, которые в российском календаре. Как правило, это патриотическая направленность, то, за что отвечает наше министерство, когда мы выходим на прямой диалог со школьниками. И, естественно, помимо патриотического блока, патриотического посыла, мы отвечаем на те вопросы, которые интересны ребятам. В частности, им интересна, конечно же, профориентация, и мы готовы всегда к открытому диалогу. Ну и, конечно же, в государственной праздники Республики Саха-Якутия. Всегда мы приходим в школы. Очень отрадно, что собираются не один класс, а прямо потоки, целые конференц-залы в школах собираются. И школьники всегда живо интересуются, с одной стороны, нашим личным опытом, то есть у кого как сложился трудовой путь на государственной службе, с другой стороны, именно о тех возможностях и тех преференциях, которые может им дать государство. То есть я очень рад, что девятиклассники, восьмиклассники даже уже думают об этом и задают такие точные вопросы. Как говорится, ничто не говорит о качественной подготовке, как точно заданный вопрос. То есть на госслужбу молодежь тоже в том числе стремится, да? Ну да, на самом деле есть, ну, дефицит кадров, конечно, есть, но у нас диалоги, открытость и то, что мы всегда позиционируем, мы стараемся привлечь и показать, что сейчас государственная служба максимально открыта. Мы всегда призываем проходить стажировки, знакомиться с нами, что есть возможность всегда. Специальные кадровые конкурсы. Да, «Якутия вперед» в частности, которые дают возможность вам на самом деле проявить себя и занять место в обществе, не, скажем так, даже выше того, которого вы могли бы подумать, потому что кадровые конкурсы — это определенного рода социальный лифт, который дает вам такие прекрасные возможности. Ну вот с прошлого года в отдельную категорию выделяются арктические улусы. Да. Вот у меня сегодня в студии представители как раз лучшего арктического района. Вот у меня к вам такие два вопроса. Да? Во-первых, насколько вообще это правильно и оправдано, что отдельная категория, да? Насколько это важно и нужно, на ваш взгляд? И есть ли какие-то особенности вот в профориентации именно в Арктике? Ну, давайте я отвечу на первый. Это очень нужно, потому что, как известно, что арктические районы у нас и отдаленные, и труднодоступные, и у нас нет таких, ну, допустим, интернета, оптоволокна, чтобы мы где-то участвовали. И хорошо, что вывели именно арктические районы отдельные, чтобы мы соревновались между собой, ну, как грубо говоря, да? Ну, чтобы и главной целью вот участия было, чтобы мы показали, что даже в арктических районах есть целеустремленная, одаренная молодежь, и чтобы наши все участники, приехав сюда, показали свои таланты и научились чему-то новому, наверное, и, ну, переняли опыт от лучших экспертов Якутии. Конечно, это важно и нужно, и ну, хорошо, что ну, как бы есть такая возможность, да, у ребят. А что представила делегация вашего района на фестивале в этом году? В прошлом году. Да? В прошлом году, да. Да, в прошлом году мы участвовали в 10 треках, во всех 10 треках зачетных. Благодаря, конечно, правительству Айсену Сергеевичу мы прилетели всей командой 39 человек. Ого. Да, 39 человек мы прилетели. И приняли участие в 10 треках и заняли первое место, что мы вообще были удивлены. И после этого, естественно, у нас в районе начался ажиотаж. То есть, что такое Мусустар? Все начали приходить, когда отборочные, когда что, когда вы будете проводить конкурсы. У нас начались в прошлом... с 25 декабря началось отборочный этап, закончился 20-го. И вот сейчас мы тоже прилетели за победой. А сейчас у вас сколько человек? Сколько Сейчас направлений? 29 человек. А сколько направлений? 9. 9. Ну, почти так же. Ну и в самом начале говорили вот про дружбу народов, да, про то, что у нас межнациональному общению, коммуникации межэтническим уделяется особое внимание в республике. И с этим тоже
связана тематика фестиваля, да? Вот как вы понимаете, вот, то есть дружба народов, почему это важно для нашего Ну, общества? во-первых, у нас в преддверии еще, кстати, праздника Дня родного языка, который у нас отмечается. Вообще, на самом деле, направление «Этно-мы», которое проводим в рамках фестиваля «Мусустар», Министерство по делам внешних связей народов, оно очень важно именно для как раз работы с подрастающим поколением, потому что, мне кажется, с одной стороны, это возможность всем национальностям, которые проживают в Республике Саха-Якутия, проявить именно свои этнические, свою идентификацию, то есть чем они отличаются от других национальностей, то есть продемонстрировать свои таланты, какие-то особенности менталитета, то есть это такое вот уникальное, можно сказать, направление, и на самом деле это все очень красиво, во-первых, прежде всего, потому что вот эти национальные костюмы, мне кажется, у любого народа, у любой национальности, они прямо вот, ну, шикарные, ну, слов других не подобрать. С другой стороны, это же, конечно, очень важно, чтобы понять вообще силу республики, потому что сила республики, мне кажется, это в том, что на такой огромной территории у нас проживает такое огромное количество национальностей, и сосредоточение таких коммуникаций дает, мне кажется, огромную энергию, в том числе и до творческого развития, потому что сколько мы знаем ярких представителей разных народов, именно творческой интеллигенции в республике, которые прекрасно себя проявили, стали знаменитыми на российском уровне, кто-то на мировой уровень вышел. Поэтому на самом деле мы очень рады, что вот это направление «Этно-мы», которое в этом году так называется, вот, оно развивается и работает, естественно, с нашей молодежью. Вот. Конкурсы, которые там проводятся, они, мне кажется, с одной стороны, ну, как я уже говорил, дают возможность раскрыть людям свой потенциал. С другой стороны, конечно, они больше творческие. То есть, я думаю, будет интересно именно в части креатива. Так что за этим треком, конечно же, будет интересно наблюдать за призерами, за финалистами. То есть это национальные костюмы, это Это какие-то национальные прикладные костюмы, да. какие-то там творчество какое-то прикладное там. Это национальные костюмы у нас идут, плюс еще у нас там дополнительно, ну, национальные костюмы идут в формате визиток, то есть это как визитка и, естественно, прикладное творчество. Вот, прикладное творчество там в разных направлениях может развиваться, поэтому тут от каждого народа зависит, какое именно творчество они решат проявить. Ну, кстати, когда вот я бываю за пределами республики или когда к нам приезжают гости, да, всегда, как правило, отмечают, как мы бережно относимся к традициям национальным, причем не только к якутским, да, и как вот, ну, насколько они у нас живые. Это вот, мне кажется, тот момент, который вот прямо Якутию отличает, которым мы можем гордиться по Да, праву. это повод для гордости. Ну и про хедлайнеров давайте. Кто у нас вот... Я слышала, что там Владимир Фиканович Михайлов, Николай Матананов, кто там еще ожидается? Ну, к хедлайнерам, к нашим локомотивам мы всегда относимся с большим уважением и тщательно их выбираем, потому что, опять-таки, очень важно, чтобы это были мало того, что люди с огромным опытом и с которым мы, конечно, относимся к большим уважением, конечно же, они еще должны уметь мотивировать наше подрастающее поколение, потому что, ну, вспомним прошлый год, как наша фигуристка Камила просто собирала аншлаги, наверное, во всех мастер-классах, как люди стояли в очереди, чтобы с ней сфотографироваться. И мы видим эту обратную реакцию, мы видим, как наши спортсмены, да и не только спортсмены, тянутся к олимпийским чемпионам, заслуженным. Поэтому мы, конечно же, как всегда, привезем олимпийских чемпионов. По фигурному Как всегда, как приятно говорить, как всегда привезем олимпийских да. чемпионов. Да. Ну, это красиво звучит, ну, да. Вот. По фигурному катанию, которые проведут мастер-классы, и, мне кажется, они зарядят с собой не только тех, кто уже занимается фигурным катанием, но просто всех спортсменов, потому что, когда ты имеешь вот прямой доступ к человеку, к двукратному олимпийскому чемпиону, это уникальная возможность.
Всегда очень не то что остро, стоит вопрос про музыкальную составляющую, потому что у всех у нас разные вкусы, и тут мы делали и опросы онлайн, и анкетирование, чтобы узнать, ну, Ну, кого кто... молодежь хочет видеть? Да, кого молодежь хочет видеть, кто востребованный. И на самом деле, ну, в этом году это певец Хабиб, вот, который приедет на Мусустар, и у него будет концертная часть по отдельной программе, полноценная, так что можно будет послушать. И, собственно, для фанатов его, ну, я думаю, их будет подавляющее большинство среди участников форума, будет прекрасная возможность побывать на концерте у своего исполнителя. Тем более, что это бесплатно. Абсолютно бесплатно, да. Опять же, повторяемся, главное зайти на сайт и Зарегистрироваться, оставить заявку. Да, все. Вадим, а вот вас в прошлом году кто из хедлайнеров впечатлил больше? Так, я вам не скажу точно. Меня лично впечатлил вообще трек «Топ-ведущий». То есть, да, и туда приехала Ангарская, да. И вот, конечно, я, можно сказать, фанат ее, так и не успел с ней встретиться, а так вот, да, топ-ведущий. Очень плохо, что в этом году его нет, конечно. А так я сам лично хотел бы тоже себя попробовать, если будет такой же шанс. И чтобы кто-то меня поучил, вот типа федеральный уровень, как Ангарская или кто-нибудь еще. Ну, я почему вот вас спрашиваю, потому что мне кажется, что для нас, конечно, для всех возможность, да, прекрасная соприкоснуться с хедлайнерами, но, наверное, вот для отдаленных районов, да, это особенно важно. И, наверное, кого-то ребята ваши ждут. Наши ребята ждут Хабиба. Ну вот. Ну, вот они его... Ну, кто-то ждет, например, Евгению Тарасову, фигуристку, кто-то ждет, собственно, тех спортсменов, с которыми будут мастер-классы. Потому что, опять же, повторюсь, мы всегда смотрим по наполнению и по обратной реакции. Надежда Ангарская, на самом деле, множество положительных отзывов собрала в прошлом году. Она дополнительно еще и, помимо того, что она вела, она еще и песни исполняла, поэтому в этом плане она просто, на все 200% выложилась при проведении форума. Мгм. Ну, это, кстати, особенно тоже приятно, когда наши земляки, да, с удовольствием приезжают. Я напомню, что вот на первом Усустаре хедлайнером был Ливан, Ливан, да. Элуан, Да, Ливан. вот, который тоже с удовольствием там откликнулся, я так понимаю, Да, что вставил да. в свой график. Ну, он часто вообще посещает Якутск, всегда открыт для диалога, и он уже дважды у нас был на Мусустаре, поэтому на самом деле он в этом плане, можно сказать, уже друг, партнер фестиваля, и мы всегда рады его видеть. Мгм. Ну что ж, продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это «Якутия в деталях». Мы говорим о фестивале Мусустар, финал которого ожидается в Якутске в эти выходные. И вот у меня такой вопрос к организаторам. После фестиваля как-то вы отслеживаете судьбу победителей? Да, конечно, мы отслеживаем судьбу победителей. Может быть, участвуете в ней? Ну, на самом деле у нас есть глобальная миссия, и мы всегда хотим, чтобы победители Мусустара чувствовали нашу поддержку, и мы их стараемся продвигать. Конечно же, я не могу сказать, что это прям вот на 100% всегда выполняется, но мы всегда к победителям Мусустара относимся с особым почетом и трепетом. У нас, например, есть прекрасные победители из Аймеконского УУСа, которые получили гран-при «Созвездие» коллектив. Также у нас есть, например, по направлению Сулустар у нас был победитель из Нюрбы, с которым мы до сих пор взаимодействуем, который, скажем так, развивается активно в творческом направлении. И, например, в эту субботу были Дни молодежи на ВДНХ в рамках Всероссийской выставки. Мы туда также брали
победителей Мусустар прошлых лет, чтобы они презентовали, в частности, форум. Потому что мы хотим видеть, чтобы вся Россия уже узнавала про Мусустар, и чтобы люди максимально видели, что он из себя представляет, в чем его особенность, и как-то уже позиционировать его также на федеральном уровне. И в рамках выставки, на самом деле, очень большой отклик мы получили именно от гостей павильона Якутии. Вот, и там были победители, опять же, которые победили у нас девушки-спортсменки по направлению ГТО в 2013 году. Вот. И также, естественно, волонтеры, которые были участниками направления. Вот. У нас, например, каждый год есть номинация «Волонтер года». И в прошлом году победителем стала Анна Мухаметова. Вот. Она также продолжает свою деятельность. У нее появились новые направления, новые успехи. Она была также отмечена отдельной главой республики, поэтому, мне кажется, отрадно вообще видеть, что люди, которые получают награды или становятся первыми в тех или иных номинациях, они не случайные люди, то есть они продолжают развиваться в этом же направлении и становятся с каждым годом еще большими и большими профессионалами. А порой еще бывает приятно, когда люди, может быть, там первых мест и не заняли, но тем не менее продолжают в этом направлении развиваться. Вот я знаю, что по медиашколе многие уже работают. Да, у нас на самом деле особенность нашего конкурса, того, который мы сейчас реализуем в рамках фестиваля Мусустар, в том, что то есть очень многие получают, даже вот не победители, а сколько в целом участники, получают для себя стимул, мотивацию для развития. Очень многие трудоустраиваются, становятся нашими полноценными коллегами. И я бы тут хотел больше высказаться, в первую очередь я журналист, а во вторую очередь я же вот в этом году соорганизатор фестиваля. И как журналист я бы хотел отметить, наверное, важность того, чтобы до молодежи все-таки мы в последующем постарались усилить тот самый, если позволите, ту самую информационную кампанию, которая нацелена на молодежь. Потому что одно дело хорошо, когда у нас идет работа с той молодежью, которая уже была вовлечена в фестиваль. Другое дело касается той молодежи, которая пока что не охвачена. И тут, наверное, призвано будет эту цель помочь достичь как раз-таки вот создания сообществ. Это то, как раз-таки, о чем наш конкурс «Медиашкола АЕР». И как показывает наш опыт, да, сегодня очень многие ребята не сколько вот трудоустроились, не сколько общаются друг с другом, они друг другу помогают и в реализации своих творческих проектов. А что на самом деле, допустим, такое сегодня медиа, я, безусловно, с большим уважением отношусь к остальным трекам, но я могу говорить, наверное, только о своем треке, да. И что, безусловно, важно в треке медиа, то, что как раз-таки сегодня эти самые молодые деятели, которые создают контент, это, безусловно, лидер общественного мнения. Да, неважно, какая у них сегодня аудитория, там, у кого-то 10 тысяч, у кого-то 20, у кого-то, может быть, 100, 150. Тем не менее, когда у человека есть аудитория, хоть 100 человек, это уже те, кто к нему прислушивается, те, кто ставит его авторитет. И очень важно, чтобы такие ребята сегодня получали, опять же, стимул, мотивацию вовлекать и далее молодежь вот в такие проекты, как Мусустар, но и в те, что у нас в республике реализуются для, опять же, развития молодежи. Поскольку молодежь, вот чуть ранее говорили о чем? О кадровом потенциале. Но, наверное, стоит признать, не в обиду там, коллегам с министерства и так далее, я не госслужащий, но все мы знаем с вами, что сейчас наблюдается большая нехватка вообще кадров молодых как таковых. Почему? Потому что в целом жизнь меняется, экономика очень сильно меняется, и, безусловно, важным, опять же, остается что? И вопрос демографии. Поскольку кто сегодня молодежь? Молодежь — это мы, те, кто родились в 90-е годы, и родились мы именно в тот период, когда просто люди не рожали. И сегодня есть на самом деле опасения какие того, что вновь демографический кризис может и в последующих поколениях И вам отразиться. работать нужно теперь Да. за четверых и за пятерых. Да, и в том числе, соответственно, очень важно, наверное, и ставить вопросы, если угодно, в правильном наклонении касаемо демографии, и в том числе донесение до людей вообще понимания того, что такое экономика, вообще почему сегодня у нас кадровый голод наблюдается, и как сегодня молодежи вовлечься во всю эту работу, которая государством проводится. Потому что проблема-то не сколько в том, что площадок нет. Очень сложно людей замотивировать и как раз-таки дать возможность им себя реализовать. Вадим, ну вы как один из победителей прошлых лет, вот как ваша жизнь изменилась после фестиваля, если изменилась? Ну, изменилась жизнь после фестиваля. Я уже говорил вначале, да, то, что наша молодежь
северная, да, вот именно Булунская, она не знала, что такое Мусустар, ввиду того, что мы не ездили. Ездил я один, командировочный, так, представлял делегацию здесь, в Якутске, Ты да. не рассказывал, получается. Я рассказывал, мы да, то не есть им не выезжали, было потому- интересно, потому что Нет, нету мы не выезжали, возможности. потому что мы дотационный район, Да. и у нас не было возможности вывести такое огромное количество участников. Ну, то, что просто дорого. Да, потому что дорого, у нас билеты очень дорогие, Мгм. и поэтому в связи с тем, что у нас не было средств вывести их, поэтому у нас выезжал только вот как не участник, а как представитель, специалист да, молодежной специалист политики. района один. Мгм. Вот. А так, получается, мы задали вопрос на отчете правительства прошлого года, да, и спросили, есть ли возможность помочь нам, бедным, северным, отдаленным районам, помогите нам, пожалуйста. И тут буквально через неделю звонят с министерства нашего любимого и говорят: Булунский, быстро список, быстро давайте собирайте людей, летите. Все, и мы тут в попыхах приехали, показали себя в первый раз, то есть заявили о себе, так сказать, да, и заняли первое место, на что вообще были шикарно обрадованы все и вся молодежь наша. И в этом году та же молодежь, которая представляла, практически она и приехала. Ну, практически там 50%. А 50% они очень сильно бились за участие в этом году. Мгм. А вот для чего, в двух словах, нужно участвовать в Мусустар? Вот как? Ну, это для того, чтобы, вот, как я уже ранее говорила, чтобы наша вот молодежь показывала себя, показывала свои таланты, училась чему-то новому, вот те же знакомства, брали опыт у хедлайнеров, у экспертов. Да даже у своих. Да, Вот, даже вот да. ну, когда собираются, они там на треках участвуют с другими районами, чтобы они хотя бы там общались, чтобы какие-то были точки соприкосновения, и вот. Мгм. у нас Ну и, два наверное, чтобы участника. становились частью большого Да. сообщества, да? Да, Да. два Конечно. участника в медиа Аяр участвуют. Вот они уже знают Антона, то есть они уже будут с ним связываться постоянно, то есть уже налаживать контакт. Ага, может быть, В нам будущем. что-нибудь будет с Булонского УСа присылать? Да, Да. теперь Ну, будут эфиры с Волынского, вполне. ждите обязательно. Вполне возможно. Мгм. Тем более сейчас с развитием там вот этих гаджетов там так далее. В уже- 26-м году у нас будет оптоволокно оптоволокно, тогда будем отправлять. Все можно снять на телефон. Ну и, конечно, всех интересует вопрос, как попасть на финальное шоу, которое пройдет в Триумфе. Вот вы сказали, что бесплатно нужно только Мгм. зарегистрироваться, но вот там, я так понимаю, поменялось что-то в правилах. Ну, там, получается, надо зайти на сайт musustar.rf, Мгм. надо зарегистрироваться. Ну, естественно, там есть требования, которые у нас заполнить небольшую анкету, во-первых, естественно, и, конечно же, рассказать о себе. То есть, что для вас Мусустар, зачем вы туда хотите, чтобы мы видели, что вы именно замотивированы попасть на очную часть. Вот. И, собственно, после таких процедур, то можно, собственно, попасть на форум. А какого числа регистрация? Регистрация у нас идет до какого? Вот на нашем треке до 14 февраля идет Вот. регистрация. Поэтому Ну, успевайте. чем раньше, тем лучше. Чем в раньше, общем. тем лучше. Тем больше от, шансов. от каждого трека у нас индивидуально на самом деле. Вот. Но общие сроки у нас регистрация, я думаю, как и в прошлом году, закроется вообще вся в четверг. Мгм. Ну что ж, приятно осознавать, что Мусустар — это самое масштабное, наверное, мероприятие молодежное в Якутии, которое стало ежегодным. И фестиваль создан, чтобы поддержать силу, талант, креативность и прогрессивность молодых людей изо всей нашей республики. О том, что будет на фестивале, мы, конечно, будем рассказывать в новостях, а представителей молодежи всех приглашаем в Центр спортивной подготовки «Триумф». На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия во всех деталях.